Ой. Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас на заседании Республиканского методического объединения учителей истории и обществознания с видеотрансляцией сегодня, 14 октября 2020 года, в КОМе Республиканском институте развития образования. На заседании присутствуют учителя истории и обществознания из двух муниципалитетов. Это город Микунь и город Сыктывкар. Также на заседании Республиканского методического объединения учителей истории и обществознания присутствует Татьяна Дмитриевна Сухорукова, это председатель Республиканской предметной комиссии по проверке экзаменационных работ при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. И два руководителя Республиканского методического объединения учителей истории и обществознания Максимова Любовь Анатольевна и Тырина Нина Эльвировна. Тема нашего заседания представлена на слайде. Это подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации и обучение с применением дистанционных технологий. Обращу ваше внимание на вопросы к рассмотрению на нашем заседании. Первый вопрос – это анализ деятельности РМО, учителей истории и обществознания, и организация деятельности в 2020 и 2021 учебном году. Второй вопрос – подготовка учащихся ГИА, единый государственный экзамен по предмету обществознания. И третий вопрос – из опыта работы педагогов по дистанционному обучению. Итак, у нас первый вопрос – это анализ деятельности Республиканского методического объединения учителей истории и обществознания. Организация в 2020-2021 учебном году. Вашему вниманию представляю информацию о деятельности РМО. 3 года назад на основании приказа Министерства образования Республики Коми о создании республиканских методических объединений в системе общего образования в 2017 году в Республике Коми было создано Республиканское методическое объединение учителей истории и обществознания. На сегодня нашим методическим объединением руководят 2 человека. Это Любовь Анатольевна Максимова, директор Института истории и права Сыктывкарского государственного университета имени Екатерины Сорокина, и Тырина Нина Эльвировна, учитель истории и обществознания гимназии номер 1 города Сыктывкара. У нас члены Совета РМО представлены разными муниципалитетами. Это представитель из Ухты Елена Аркадьевна Долунина, учитель истории и обществознания школы номер 15, представитель муниципалитета города Микунь Елена Петровна Киселева, учитель истории и обществознания школы номер 1, у нас 2 представителя из Сыктывкара, это Иван Владимирович Кремер, заместитель директора по научно-методической работе гимназии имени Пушкина, а также учитель истории и обществознания, и Елена Гавриловна Попова, учитель истории и обществознания, технологический лицей города Сыктывкара. Цель Республиканского методического объединения учителей истории и обществознания состоит в следующем. Это активизация деятельности педагогических работников по обеспечению развития содержания и методики преподавания учебных предметов истории и обществознания в Республике Коми. Соответственно, 6 задач. Задача первая – определение приоритетных направлений развития содержания и методики преподавания учебных предметов истории и обществознания в Республике Коми. Второе – выявление и внедрение эффективных технологий, методов и средств обучения учебным предметам. Третья задача – организация участия учителей истории и обществознания в совершенствовании содержания, форм и методов повышения квалификации, профессиональной переподготовки и аттестации. Четвертая задача – содействие вовлечению педагогов в научную и публикационную деятельность через развитие и проведение исследований. Задача номер 5 – организация общественного обсуждения учебно-методических комплектов. И 6-я задача – это участие в организации интеллектуальных конкурсов, олимпиад и других мероприятий по учебным предметам история, обществознание, экономика и право. Направление деятельности Республиканского методического объединения учителей истории
состоят из 3 частей. Первое – это организационная работа. Второе – обеспечение методического сопровождения преподавания по учебным предметам истории обществознания, включая также предметы права и экономика. И третье направление – это содействие профессиональному развитию педагогических работников. Ну, соответственно, можно обратить внимание на функции Республиканского методического объединения учителей истории и обществознания. Таковых у нас 3 функции. Первое – участие в обсуждении концепции по учебному предмету обществознания, организация общественного обсуждения проекта Республиканского плана мероприятий по реализации концепции учебного предмета обществознания. Второе – участие в обсуждении развития содержания и преподавания учебных предметов история и обществознания на уровне основного общего и среднего общего образования в пилотном режиме и в штатном режиме, обсуждение учебно-методических комплектов других учебно-методических материалов по учебным предметам история, обществознание, право. Презентация лучших практик учителей, эффективных технологий, методов и средств обучения по учебным предметам история, обществознание, право и организация внеурочных мероприятий. Организация и проведение экспертизы учебно-методических разработок педагогов для размещения данных разработок на портале «Открытое образование Республики Коми». Программа курсов внеурочной деятельности, сценарий внеклассных мероприятий и технологическая карта уроков. Оказание помощи муниципальным методическим объединениям учителей по отдельным предметам, а также составление РПУП и контрольно-измерительных материалов по учебным предметам и изучение эффективности, результативности применения технологий, методов и средств обучения в выборе ОМК по предметам истории, обществознания, экономика и индивидуальный проект. Обращу ваше внимание на формы организации деятельности Республиканского методического объединения. Они таковы. Это заседания РМО с использованием видеотрансляции, тематические организационные заседания, участие представителей Республиканского методического объединения в республиканских совещаниях руководителей РМО, участие представителей РМО в заседаниях муниципальных методических объединений, в частности города Ухты, Усть-Кумского района, Сыктывкара, Воркуты и других муниципалитетов. Методические практикоориентированные семинары и конференции различного уровня по актуальным проблемам модернизации основного общего и среднего общего образования. Участие в работе республиканского портала «Открытое образование Республики Коми», разработка и обновление рубрики «Сетевое сообщество учителей истории и обществознания». Участие представителей Республиканского методического объединения в совещаниях, семинарах и конференциях федерального уровня. Участие представителей РМО в проведении курсов повышения квалификации педагогов, организованных силами КРИРО, ДИЦОКа, ЦРО, муниципальных образованиях. Традиционными вопросами на собраниях Республиканского методического объединения учителей истории и обществознания являются в основном 5 ключевых вопросов. Они представлены на слайде. Это особенности ОМК по предметам истории, обществознания, право, экономика, подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по предметам истории, обществознания с выступлением председателей республиканских предметных комиссий по проверке экзаменационных работ при проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования по данным предметам. Это работа наставников с молодыми специалистами, студентами, практикантами и опыт взаимодействия с вузами. Также традиционным является вопрос об использовании портала «Открытое образование Республики Коми» и планирование работы на предстоящий учебный год. Хотелось бы также особо остановиться на использовании портала «Открытое образование Республики Коми». Педагоги очень активно обобщают свой педагогический опыт. И для этого успешно используется портал «Открытое образование Республики Коми». Материалы педагоги отправляют на экспертизу. В основном это по электронной почте Тырины Нины Иверовны, ну и затем идет экспертиза экспертами. В результате положительной экспертизы данный материал он размещается на портале «Открытое образование Республики Коми». Кроме того, в рамках заседания Республиканского методического объединения педагоги транслируют свой педагогический опыт. Для этого необходимо сделать заявку, можно это сделать в устной форме по телефону или же по электронной почте Тырины Нине Иверовны. Таким образом, активность использования данного портала нашими педагогами очень и очень положительная.
На этом наш с вами анализ и небольшой отчет завершен. Спасибо вам за внимание. Я с огромным удовольствием предоставляю слово Любовь Анатольевне Максимовой. Добрый день, уважаемые коллеги. Поскольку мы говорим с вами в том числе и о планировании на 2020-2021 учебный год, то в этом году считаем очень полезным сотрудничество с крупнейшим издательством учебной литературы «Русское слово». Мы связались с составом этого издательства, и они очень любезно согласились сотрудничать с нами и провести несколько занятий. Вот сейчас я хочу с вами, может быть, даже в чате посоветоваться, что будет более полезным в практическом плане для учителей. Нам сегодня предлагают непосредственно семинары интерактивные в режиме онлайн во время вот наших таких вот онлайн-включений, онлайн-заседаний из КРИРО, а также непосредственно мастер-классы при проведении учебных уроков. Что касается истории, то темы, которые могут быть предложены и предлагают нам, вот, например, векторы реализации в ГОС на примере современных учебников по отечественной и зарубежной истории для 10-11 классов. Векторы реализации в ГОС, система общего образования. Одно из направлений – подготовка к ЕГЭ по истории. Ресурсы УМК и учебные пособия издательства «Русское слово» в помощь учителю. Я думаю, что это также будет полезно тем, кто не знаком с этими учебно-методическими материалами, которые это известное издательство, готовит для учительства. Дистанционная работа с электронной формой учебника – это еще одно направление, которое, наверное, очень актуально во время пандемии, когда мы долгое время работали дистанционно со школьниками. Оптимизация преподавания всеобщей истории в контексте реализации стандартов образования – вот тоже одно из направлений. Именно здесь по всеобщей истории предполагается обсуждение. Что касается мастер-классов, то сегодня «Русское слово» подготовило следующие тематические мастер-классы. Организация и проведение урока по теме образования древнерусского государства. Еще один мастер-класс организации и проведения урока по теме полиса Древней Греции. Вот один из актуальных, я считаю, мастер-классов организации и проведения урока по теме революции 1917 года. Мастер-класс организации и проведения урока по теме начала рыночных реформ в России в 1992 году. Есть также направления определенные и по обществознанию. Я думаю, о них мы будем говорить позднее, на следующем заседании. Но сегодня хочу заявить о том, что университет Сыктывкарский готов сотрудничать с нами. Там тоже есть платформа «Территория просвещения», и мы можем совместно с КРИРО и Сыктывкарский университет провести вот серию онлайн-семинаров в партнерстве с «Русским словом» по указанным направлениям. Вот если у вас будут какие-то предпочтения, пожелания, то можете в чате написать, чтобы мы потом сформировали план на 2020-2021 год. Спасибо за внимание. Итак, у нас второй вопрос. Это подготовка учащихся государственной итоговой аттестации единого государственного экзамена по предмету обществознания. Я с удовольствием представляю слово Татьяне Дмитриевне Сухоруковой, председателю Республиканской предметной комиссии по проверке экзаменационных работ при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Пожалуйста, Татьяна Дмитриевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Начался новый учебный год, мы формируем новые планы, уже решаем какие-то задачи, но тем не менее важно оглянуться назад и поговорить очень коротко о самом важном, чем завершился год столь непростой для всех, и для детей, и для учителей, год 2020. Поэтому я назвала свое выступление
Таким образом, ЕГЭ 2020 по обществознанию. Итоги и ориентиры 2021 года. Одну секунду, я справлюсь сейчас с техническими вопросами. Мышь как-то убегает от нас. Спасибо большое. В прошлом году, встречаясь с вами в формате приблизительно таком же, мы достаточно подробно рассматривали по заданиям части 1, части 2, размышляя о конкретных проблемах и результатах выполнения работ прошлого года. В этом году, полагаю, целесообразным остановиться лишь на общих итогах, их общих картинках, которые обозначают вместе с тем проблемные поля и зоны, которые должны быть освоены при подготовке государственной итоговой аттестации 2021 года. Уважаемые коллеги, напомню вам, что Федеральный институт педагогических измерений разместил уже на своем сайте аналитические материалы и методические рекомендации по итогам прошлого года. Подобный методический анализ результатов ЕГЭ по предметам, в том числе и обществознания, входящий в статистико-аналитический отчет о результатах ЕГЭ в Республике Коми, размещен на сайте и КРИРО, и ПК, и РИЦОКа, и познакомиться более подробно с итогами, результатами, рекомендациями, размышлениями можно на этих сайтах. На что хотелось бы мне обратить ваше внимание. Перед вами две сравнительные диаграммы, две кривые распределения первичных баллов ЕГЭ. Это обобщенные показатели по Российской Федерации. Если внизу это 2019 год и верхняя картинка 2020 года. Как традиционно мы с вами определяем, что результаты, распределение результатов по, в данном случае, первичным баллам близко к нормальному. Обратите, пожалуйста, внимание, конфигурация даже по России все же несколько отличается. И даже общий взгляд на эту диаграмму позволяет сделать вывод о том, что при неизменном, по сути, диапазоне от 0 до порогового балла в процентном соотношении несколько увеличилось количество ребят, которые более успешно выполнили работы и сдали государственную итоговую аттестацию в 2020 году. Обратимся к результатам сравнительным, где кривая распределения баллов ЕГЭ. Вот в таком формате у нас, к сожалению, не совсем одинаковый подход. Это баллы тестовые Республики Коми, внизу диаграмма, и кривое распределение баллов в первичных баллов с максимальным 64 этого года по Российской Федерации. Даже вот внешний взгляд на результирующую линию общую показывает нам, что все-таки мы имеем картинки достаточно разные. Обратимся к более детальным моментам. Обратите, пожалуйста, внимание, в течение 3 лет несущественно по одним оценкам и в то же время заметно снижается число участников экзамена ЕГЭ по обществознанию. Чем это объяснить? Я думаю, что здесь есть много вариантов. Это и рационализация подхода к выбору экзаменов, изменение перечня предметов, которые требуются при поступлении в ВУЗ. Возможно, осознание того, что экзамен по обществознанию – это вовсе не простой экзамен, который можно сдать, по сути, не готовясь, что иногда звучит среди аудитории обучающихся. Но как бы там ни было. В этом году число участников экзамена было чуть больше 2000 и составляло 43,6% от общего числа участников. Обращу ваше внимание на динамику результатов ЕГЭ за последние 3 года. Коллеги, вот если в аналитических отчетах ФИПИ четко обозначена цифра фактически не изменившегося количества и в процентном отношении не преодолевших минимальный порог, к сожалению, результаты по Республике Коми заставляют задуматься и очень серьезно. Из 2052 выпускников 458 человек не перешагивают порог, что составляет более чем 1/5 обучающихся, сдававших этот экзамен.
При, казалось бы, несколько увеличившемся среднем тестовом балле по сравнению с предыдущим годом, но поскольку изменения и в системе оценивания, и все-таки усиление дифференцирующей силы экзамена, оно возрастает, то здесь сравнение с 2018 годом уместно, но, тем не менее, вот последние 2 года, я думаю, сопоставимы в большей степени. Возникает вопрос, почему? Чуть-чуть даже повысился средний балл, но при всей условности восприятия среднего балла как показатель результата. Обратите внимание, в процентном отношении более чем на 2,5% увеличилось количество детей, получивших балл от 81 до 99 баллов. Это группа высокобальников, традиционно называемая. Но вместе с тем достаточно грустно отмечать, что уже 3-й год у нас нет ни одной работы, которая была бы безупречной и оценена в 100 баллов. Причем это связано как с ошибками, которые допускают ребята в первой части, так и с оценками, баллами, выставленными за вторую часть, которая является той частью работы, которая проверяется экспертами. Вот для сравнения мы можем посмотреть результаты по Российской Федерации в целом, о чем я вам уже говорила. Вот доля участников, комментарии, я думаю, здесь излишни, доля высокобальников, смотрите, возросла достаточно существенно, но возросло и весьма существенно число и доля 100-бальников в 2020 году по Российской Федерации. Я считаю важным говорить об этом, потому что это прорисовывает ту конкурентную среду, в которой находятся наши дети, заканчивающие школу, сдающие экзамен по обществознанию и претендующие на поступление в вуз, где требуются результаты этого экзамена. Еще раз, диаграмма распределения тестовых баллов. Коллеги, если в прошлом году не стало сравнивать, вот цифры показателей от 10 до 19 до 29 баллов были все-таки ниже, количество тех, кто вот совсем-совсем далек от заветного порогового балла, здесь, конечно, вызывают тревогу. Ну и по-прежнему самая большая группа обучающихся у нас в диапазоне от порогового балла до 69 баллов. Посмотрим дальше. Уже традиционно мы с вами обращаем внимание на диаграмму, которая показывает результирующее выполнение заданий части 1, причем разными группами обучающихся. И если мы оценим даже внешне вот эту диаграмму, то мы обратим внимание, что в целом общая динамика выполнения заданий участников ЕГЭ из разных групп совпадает, различаясь лишь по глубине подъемов и спадов. Чем выше балл у обучающегося, тем глубина меньше. Но есть и отдельные весьма существенные расхождения в динамике успешности выполнения разных заданий участниками ЕГЭ разных групп. Ну, вы владеете в абсолюте, я полагаю, информацией о том, что из себя представляют задания первой части. И здесь мы можем говорить о постоянной успешности выполнения задания 12. Это задание относится к блоку социальных отношений, но представляет собой, как вы помните, задание, которое, в общем, предполагает умение извлекать информацию из различных источников. Вот встревожила в этом году ситуация, что традиционно, помните, первые три задания, 1, 2, 3, они у нас предполагают проверку умения на разном содержательном материале. А задание 4, 6 – это задание блока «Человек и общество», которое традиционно выполнялся на очень высоком уровне. Вот в этом году здесь запало 4-е задание, а это, как вы помните, блок «Человек и общество», мы не владеем достаточной информацией, чтобы предположить, что в этом вина лишь, не вина, вернее, а причина этого лишь содержание задания. Мы можем лишь предполагать, что именно в этой части 4-е задание, как правило, связано с вопросами познания. Они традиционно вызывают затруднения, не был исключением и этот год. Далее блок «Экономика». И опять при достаточно высоком уровне выполнения задания номер 7, вот он пошел подъем, мы запали на 8-м задании, это «Экономика». 10-е задание практически безупречно выполнено группой высокобальников и вместе с тем по-прежнему вызывает затруднения у иных. Здесь хотелось бы обратить внимание на задание номер 16.
Помните, впервые в этом году это задание оценивалось 1 баллом вместо 2. Полагаю, что это одна из причин возможных, что знаниевое, по сути, задание, как говорят иногда учителя, задание на выучить, вызвало такие затруднения, потому что уже одна ошибка, один дистрактор неверно выбранный приводил к тому, что результат обнулялся. И если посмотреть в целом на показатели выполнения части 1, то, к сожалению, мы можем по-прежнему констатировать, что западают задания, и очень существенно западают задания, которые связаны с понятием, с понятийным рядом. Причем не только узнавание, что в меньшей степени вызывает затруднение в задании номер 1, вот в группах ребят, набравших достаточно высокий балл, выполнено успешно, у высокобальников просто 100%, но уже с 3-го задания начинаются проблемы. Задание номер 20, прошу вас обратить внимание, это работа с понятиями в заданном контексте. Требует внимания, несомненно, полагаю, вы эту позицию мою разделяете. Если мы обратимся к выполнению заданий части 2 разными группами обучающихся, то здесь картинка несколько иная. Более четкое совпадение динамики выполнения заданий, при этом сохраняются различия глубины подъемов и спадов соответствующих уровней подготовки участников экзамена. Напомню, что лишь задания 21 и 22 в этой части контрольно-измерительных материалов – это задания базового уровня. И если информацию в явном виде из текста извлекать научились почти 60% ребят, не преодолевших минимальный балл, то как только задания усложняются, кривая результативности сразу идет жестко вниз. Еще на что хотелось бы обратить внимание. Вот посмотрите, 23-е задание, 26-е, однотипное по сути своей, требующее конкретизации теоретических знаний на примерах. Они по-прежнему вызывают очень серьезные затруднения. Но как бы несколько обнадеживает, что 25 задание 25 по критерию К1, где требуется объяснить сущность понятия, вот выполнена частью даже тех ребят, кто не перешагнул пороговый балл. Но, полагаю, это в том числе связано и с усовершенствованием критериев оценивания, которые позволяют даже частично верный ответ уже расценивать и оценивать, точнее, каким-то баллом. Не полным, но тем не менее. А вот уже 25К2, вот оно, контекстные задания, где понятия должны использоваться в контексте составления предложений заданными заданиями, сразу вызывает затруднения даже в группе высокобальников. Ну и, в принципе, аналогичная картинка у нас может быть прослежена в связи с заданиями на проверку умения работать с понятиями. И в задании 28, потому что, посмотрите, задание 28К1 – это составление плана по заданной теме, а 28К2 – это, по сути, балл за безупречность, да, за точность. Такой вот балл, ну, призовой его иногда называют. И здесь очень большие сложности. То есть балл, который бы показывал абсолютное владение и понятиями в том числе, он сразу западает. Если значительное количество ребят, даже среди тех, кто выполнил, не перешагнул пороговый балл, как-то стали справляться с определением основной идеи в задании 29, которое требует написания мини-сочинений в альтернативном варианте выбора темы, то теоретические знания нас подводят. Вот тот критерий К3, как я его называю, оценивающий логику, системность размышления, собственно, сочинение, умение в контексте заданной темы использовать и понятия, и теоретические положения, он опять проваливается. И вновь примеры 29К4. То есть есть основания говорить о неслучайности тех проблемных точек, которые обозначают вот эти диаграммы. Я предлагаю вам взглянуть на результаты выполнения заданий по уровням сложности разными группами, участниками ЕГЭ. Но здесь полагаю, что никаких особенных
неожиданностей у нас нет. Вот, может быть, маленький парадокс, что задания повышенного уровня сложности, которые располагаются у нас в первой части, выполнены большим процентом, впрочем, как и в прошлом году, теми ребятами, которые не перешагнули пороговый балл. Но это вопрос, который рассматривается на уровне предметной комиссии разработчиков. Возможно, здесь какие-то детали, но картинка в целом достаточно явная для того, чтобы представить ситуацию. Группе высокобальников, то есть от 81 балла до 100 баллов, у нас значительный процент ребят, которые выполняют задания повышенного уровня, но не 100%, даже базы. Есть над чем работать. Вот здесь, я думаю, что нет оснований и, в общем-то, временной возможности детально комментировать эту диаграмму. Обратите, пожалуйста, внимание. Здесь сделана попытка сравнить результаты выполнения заданий части 1 разными группами участников по тем данным, которые у нас имелись, и мы могли сопоставить эти группы, 2 лет. Тоже получаются интересные весьма моменты. Вот 12-е задание у нас лидер. Здесь и комментарий излишний, да? Но тем не менее какой-то четкой заданности, четкого совпадения вот этих кривых выполнения заданий, в общем-то, не вполне наблюдается. Но что приятно, на мой взгляд, отметить, что задание 10, помните, экономическая задача, в этом году группами ребят, которые более результативны, выполнены значительно лучше. Проанализируйте, пожалуйста, при желании вот эти данные и как-то постарайтесь преломить это к ситуации в вашей конкретной школе, может быть, в конкретном муниципалитете, с тем, чтобы поразмышлять. Аналогичная картинка по выполнению заданий части 2 тоже в сравнении 2 лет. Ну вот, как видите, та группа ребят, которые не перешагнули пороговый балл, показала даже чуть, может быть, меньшее освоенность. По большому счету совпадают кривые, но тем не менее, видите, проблемы с 29К1, то есть понимание идеи высказывания, способность сформулировать какую-то мысль самостоятельно вызывает затруднения, но тем не менее все-таки обнадеживает вот вопрос, вернее вариант того, что не сдают позиции по целому ряду предметов те ребята, которые выполняют на достаточно высоком уровне работы и второй части, где в основном, начиная с 23-го, задания высокого уровня сложности. Эти диаграммы для самостоятельного обсуждения и возможного анализа. Соотношение процента выполнения заданий с точки зрения уровней их вот перед вами. Ну, собственно, мы это уже видели, здесь тенденция просматривается достаточно четко, с моей точки зрения весьма обнадеживающая. Мы можем готовить лучше, мы можем добиваться более высоких результатов даже в условиях экстраординарных, которые были связаны с переходом на дистанционное обучение. Но все-таки особая тревога здесь связана с группой тех, кто выбирает экзамены, я надеюсь, все-таки в значительной степени осознанно, но не достигает порогового балла. Уважаемые коллеги, если посмотреть на результаты с точки зрения выполнения заданий по тематическим блокам, такая возможность у нас есть только по заданиям части 1, то здесь ситуация вырисовывается следующим образом, если коротко. Традиционными лидерами успешности являются блоки социальных отношений и человека-общества. Однако, как результаты в разных группах участников, так и средний показатель выполнения по сравнению с предшествующим годом в группе заданий социальные отношения снизился. Модуль «Человек и общество» тоже в лидерах, но посмотрите, пожалуйста, тоже идет снижение. Вот, по всей вероятности, тот провал по заданию 4 в первой части обусловил эту цифру. Самый низкий процент выполнения заданий, как и в предыдущем году, по модулю «Политика». Несмотря на повышение среднего показателя выполнения по сравнению с 2019 годом. Вот в значительной степени такой результат связан с низким уровнем выполнения заданий 14 группами, не достигших минимального балла и от минимального до 60 тестовых баллов. А задание 14, вы помните, это задание тоже, которое мы иногда называем задание на выучить. Это задание, связанное со знанием Конституции Российской Федерации. Я прошу вас обратить особое внимание на него, поскольку об этом уже было сказано на вебинаре
ФИПИ будут внесены изменения в связи с поправками, внесенными в основной закон нашей страны. И именно в блоке политика, вот дополню эту картинку, наблюдается максимальный разброс выполняемости заданий. Но приятно отметить, что все-таки по экономике мы подросли в качестве выполнения, в результативности выполнения этих заданий. Но, думаю, имеет смысл все-таки обратить внимание на блок и человек общества, и социальные отношения, которые в последнее время как-то выпали из поля внимания. В блоке человека общества по-прежнему самой проблемной содержательной составляющей остается элемент гносеологии – это вопросы познания, которые вызвали в этом году затруднения, и в одном из заданий, которое было предъявлено во второй части, было связано с необходимостью приведения примеров тех форм чувственного познания, которые, казалось бы, известны всем. В этой ситуации, обобщая, с моей точки зрения, проблемными точками обществоведческой подготовки могут быть названы: первое – работа с понятиями. Второе – применение социально-экономических и гуманитарных знаний в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. Это наше любимое задание на конкретизацию примерами. Раскрытие на примерах изученных понятий теоретических положений социально-экономических и гуманитарных наук. Это составление плана по определенной теме. И это объяснение внутренних и внешних связей, причинно-следственных и функциональных, изученных социальных объектов, формулирование собственных суждений и аргументация по определенным проблемам. К сожалению, это проблемное поле не ново, но тем не менее приобретает новые акценты. В этой ситуации лишь обозначу, уже не характеризуя конкретно по заданиям, типичными ошибками в обобщенном виде, с моей точки зрения, могут быть названы: непонимание содержания задания, невнимание к количеству элементов задания. Это задание 21, 22, да, впрочем, и остальные. 27-е задание, задача была связана с этой же проблемой. Уход от смысла, улавливание каких-то общих знакомых терминов и непонимание смыслового звучания того, что требуется. Непонимание смысла понятий на уровне попыток механического воспроизведения, что приводит к тому, что порой парадоксальные ситуации складываются. Так, например, уголовное право в одном из ответов было определено следующим образом. Уголовное право – это право, решающее преступление путем наказания. И на апелляции ученик пытался доказать, что он имеет право на такую точку зрения. Такую точку зрения имеет право, но тем не менее говорить о результативности выполнения задания 25-го мы права не имеем. По-прежнему сохраняется ошибочным, вернее, обуславливает очень многие ошибки непонимание терминологических различий между обоснованием, комментированием, примером, аргументом. Коллеги, мы не имеем права оценивать самые замечательные комментарии, если задание требует приведения примеров. Такие случаи были. Ну и несоблюдение инструкций по выполнению заданий, к сожалению, тоже является не собственной типичной ошибкой, а скорее приводит к тем ошибкам, ну, в общем, является и ошибочным само по себе. Прошу вас обратить внимание на эти позиции. Безусловно, они слишком общо обозначены, но вместе с тем, как я уже говорила, применительно к конкретной образовательной организации, конкретному муниципалитету могут быть конкретизированы. Вот это слайд из последнего вебинара, который провела Татьяна Евгеньевна Лескова. Как видите, ориентируясь на демонстрационный вариант 2021 года и те ошибки, те проблемные точки, которые нужно учесть, можно говорить о том, что наши проблемные точки в полной мере совпадают с этими ориентирами. Ну и, наконец, что же делать в ситуации вот такой проблемной зоны? Безусловно, в этом есть часть субъективного моего видения ситуации. Это приглашение к размышлению и вместе с тем позиция. Полагаю, очень важно оперативно сопоставить результаты учебного года и единого государственного экзамена с планируемым. Причем это очень важно уже потому, что экзамен по обществознанию – это экзамен по выбору в рамках ГИА. Нельзя допустить подмены подготовки государственной итоговой аттестации, вернее, изучения предмета, подменить целенаправленный и только на это ориентировать образовательный процесс. Второе. Проанализировать итоги, дать ответы на вопросы. Каковы проблемные зоны в конкретной ситуации? Чем вызваны эти проблемы? Каковы возможные пути, какой путь вы выбираете? При необходимости
внести коррективы, уточнить учебно-планирующие документы. Все-таки они определяют ту траекторию движения, траекторию изучения обществознания и подготовки государственной итоговой аттестации в том числе. И обратить особое внимание на виды учебной деятельности обучающихся, потому что иногда вот когнитивные задачи, задачи содержания, они просто подминают те навыки, которые потом проверяются и не всегда успешно демонстрируются на экзамене. И принципиально значимо, на мой взгляд, определить актуальное информационное поле. Практически использовать материалы сайта ФИПИ, причем использовать, коллеги, читать с карандашом в руках и реально выстраивать для себя вот такое поле информационное. Потому что на сегодняшний день та информация, которая у нас в социальных сетях размещается и гуляет, требует либо особого размышления, но вызывает очень большие вопросы самого разного рода, вплоть до этических вопросов. Коллеги, вот здесь перечень тех материалов и документов, которые обозначены в аналитических материалах ФИПИ, упомянутых мной и размещены на сайте. Последний вебинар, о котором упоминала я, и который был проведен вот совсем недавно, в 10 числах октября, ссылочка на YouTube, и эту ссылочку тоже можно найти на сайте Института развития образования. Что еще, на мой взгляд, важно сделать? Начать работу по подготовке ЕГЭ, как мы с вами договаривались, с детального рассмотрения КИМов текущего года. В этом году принципиальных изменений не ожидается. Об этом уже в проекте спецификации заявлено совершенно четко. И особое внимание прошу вас уделить критериям оценки заданий части 2, включенным в демонстрационный вариант. Непонимание того, как оценивается задание, приводит к апелляциям совершенно необоснованным. Зачастую ребята останавливаются на выполнении демонстрационного варианта, взглядя на него, но тем не менее не понимают, что стоит за этим. Любые инструкции, любые комментарии, они принципиально важны. На уровне как оперативном, так и на уровне ближайшей перспективы. Сохраняется задача планировать и осуществлять работу по изучению предмета и подготовки к ГИА с учетом 3 важнейших аспектов методики подготовки. Коллеги, здесь ключевое слово, на мой взгляд, реалистичные цели. Мы понимаем, что даже результаты мы рассматриваем по группам обучающихся. Думаю, что комментарии здесь не нужны. И особое внимание даже в этом, так сказать, в этом напоминании, которое из года в год не уходит со страниц и рекомендаций ФИПИ, это внимание к ключевым понятиям обществоведческого курса, на которых он и выстраивается, и развитие метапредметных умений, а также работа с практикоориентированным контекстным материалом, причем с фокусом на рефлексии обогащения личного социального опыта обучающимся, что позволит в конечном счете избежать вот тех низких баллов, которые дети получают на соответствующих заданиях, за соответствующие задания, проверяющие эти умения. На уровне ближайшей перспективы, я думаю, что целесообразна работа коллективная. Как школьных МО, так и муниципальных МО, может быть, даже РМО. Значительно больший перечень возможных тем практикоориентированных семинаров предложен в методических рекомендациях. Обратите на них внимание. Я думаю, что здесь есть интересные моменты, и очень важно, чтобы и на семинарах была не только теория, но и была практика, что, собственно, сегодня вот и предлагается. Ну и, наконец, коллеги, стратегически, оперативно, на уровне ближайшей перспективы по-прежнему остаются важнейшие задачи планомерной и системной работы по развитию культуры мышления и речи, универсальных учебных действий, навыков смыслового чтения и функциональной грамотности при изучении обществознания. Коллеги, напомню вам, обратите внимание, без комментариев, что то, что мы называем универсальными общеучебными действиями, это не просто термин, который вот звучит, потому что это так сегодня современно. Это совершенно реальная задача, которая ориентирует нас в процессе преподавания и подготовки государственной итоговой аттестации. Ну и, наконец, еще один момент, коллеги. Очень прошу вас обсудить на уровне, может быть, не только методических объединений, но и педагогических советов. Это дело коллективное. Проблемы смыслового чтения и задачи формирования и развития этих навыков и умений. Потому что смысловое чтение проверяется не только в заданиях 21 и 22 в тексте нашего обществознания. Смысловое чтение – это и понимание того, о чем нас спрашивают. Это понимание и трактовка заданий, это умение выделить главную мысль
умение понять любое задание, в том числе и части 1. Точно и полно содержание любого текста, уловить детали и практически осмыслить извлеченную информацию. А потому очень важными по-прежнему сохраняются поэтапность, последовательность, системность работы. Как мы уже говорили, реалистичный и индивидуальный подход при определении целей. В данном случае использование чужих рабочих программ или каких-то общих материалов без учета той аудитории, с которой вы работаете, это результат на минус. Очень важная проблема. Прошу вас обратить внимание, самое серьезное. Не подменяйте теоретическое содержание курса его бытовыми представлениями. К сожалению, на это ориентируют очень многие, так сказать, материалы, которые размещаются порой в целях вроде как добрых популяризации предмета на просторах интернета. Работа с понятиями, работа с текстом, постоянное сочетание теории и практики, неукоснительное следование критериям при оценивании, причем как в процессе текущего контроля, вашего итогового контроля, так и объективность оценивания в конечном счете, полагаю, позволит нам результаты улучшить. И уже быть спокойными за своих детей, что они составят достойную конкуренцию тем, кто в этом году оказался чуть впереди выпускников нашей республики. Благодарю вас за внимание. Если есть какие-то вопросы в чате, это возможно увидеть? Возможно. Ну или через Нину Эвировну я готова ответить индивидуально, либо как-то еще, если они возникнут. Благодарю вас. Всего доброго. Большое спасибо, Татьяна Дмитриевна, за освещение базового вопроса нашего сегодняшнего заседания Республиканского методического объединения учителей истории и обществознания по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации по предмету обществознания. Мы с вами подходим к третьему вопросу. Это вопрос из опыта работы педагогов. Первая часть нашего третьего вопроса – тема обучения с применением дистанционных технологий. Данная тема будет представлена Русланом Владимировичем Деревесниковым, учитель истории и обществознания школы номер 3 города Сыктывкара и заместитель директора Института истории и права Сыктывкарского государственного университета имени Екатерины Сорокин. Пожалуйста, Руслан Владимирович. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Хотелось бы сначала выразить благодарность руководителю методического объединения за предоставленную возможность выступить на заседании методического объединения. Значит, как и для всех, наверное, дистанционное обучение, вот этот период, который упал нам на голову с конца марта 2020 года, до конца учебного года, был неожиданностью и вызвал массу сложностей. Также с такими же трудностями столкнулся и я. В самом начале дистанта мы вышли на дистант последнюю неделю третьей четверти, затем у нас были каникулы, получается, 3 недели. Вот. Я думала, в какой форме работать с детьми. И не хотелось идти традиционным путем, когда у нас были карантины, школы не работали, работали только педагоги. Мы давали задания по учебнику, либо отправляли какие-то видеоуроки. Хотелось создать что-то делать самому, какой-то свой продукт создавать. И я пришел к решению, что необходимо работать на онлайн-платформах. И я попробовал работать на нескольких платформах. Значит, само собой, разумеется, дистанционное обучение происходило с помощью ВКонтакте сервиса, потому что подавляющее число и учителей, и школьников, они зарегистрированы в этой социальной сети, поэтому зачастую общение происходит именно там. Это также Google, сервисы Google. На слайде представлены сервисы, которыми можно пользоваться на дистанте. Значит, и также я пробовал заниматься в Zoom и в Skype. Дистанционное обучение мое началось в Skype. Эта программа такая уже довольно давно существует, позволяла, одна из первых, наверное, с помощью которой можно было осуществлять видеосвязь. И я попробовал сначала это со студентами, и потом решил сделать то же самое со школьниками. У нас был большой перерыв 3-недельный, и родители стали спрашивать: а почему вы не даете никаких заданий? Я им отвечаю, что мы задания не имеем права никакие давать, потому что дети находятся на каникулах. Если вы так хотите, то я могу с детьми позаниматься. И мы стали, в общем, пробовать
тот период трехнедельный каникулярный, до 12 апреля, по-моему, да, мы вышли на учебу где-то в этих числах, мы стали пробовать в разных программах работать наперед. Вот. Первая у нас была программа в Skype. Со студентами мы очень хорошо там занимались. У меня были практические занятия по истории России 20 века, вторая половина 20 века. И со школьниками я тоже решил попробовать заниматься в Skype. У нас есть беседа. Мы начали заниматься со своим классом. Я еще являюсь классным руководителем. В прошлом году это был 8 класс, сейчас 9. Я им ссылку на беседу отправляю, на конференцию в скайпе отправляю беседу нашу классную, ну и они заходили по этой ссылке, и мы с ними занимались. Но я пришел к выводу, что нужно от скайпа отказаться, потому что программа подвисает. В это время интернет начал работать нестабильно, поскольку все сидели дома, и не было возможности то выкидывать одного, то второго и так далее, много трудностей. И еще один у меня инцидент произошел. Мой ученик взял меня из беседы, удалил из конференции. Я тогда решил, что от скайпа я откажусь. Я это никак отрегулировать не смог. Вот, это единственный, кому это пришло в голову это сделать. И я решил заниматься в Zoom, на платформе Zoom. Вот. Zoom – это тоже очень интересная платформа. По моему мнению, это, наверное, более совершенная платформа, хотя дети, например, очень хвалят Discord, какие-то другие платформы. Но Discord они используют во время игры, так как у меня класс в основном мальчишеский, мальчики играют в различные онлайн-игры, поэтому они пользуются Discord, они меня все просили перейти на Discord, но я как-то начал работать в Zoom, я его изучил и как-то не стал от него отказываться. Вот. Что из себя представляет эта программа? Значит, это программа, где можно вести видеоконференции. Ну, здесь показаны скриншоты с телефона, это мобильная версия, есть компьютерная версия, есть мобильная версия Zoom. Есть бесплатная, так и платная версия. Бесплатная версия могут заходить, участвовать в конференции около 100 участников. Значит, создается конференция, кто организует ее, отправляется ссылка. Сейчас у меня где-то слайд был. Вот вторая картинка, где персонал Meeting Room, отправляется идентификатор конференции и отправляется код доступа, чтобы участники могли присоединиться. Я в беседу отправлял этот идентификатор, пароль, они заходили в течение 2, 3, 4 минут. На организационный момент очень много, к сожалению, времени уходит, и затем мы начинали занятия. В Zoom можно демонстрировать экран, есть такая кнопочка, вот зелененькая, здесь она указана, вот эта демонстрация экрана. Вот. После того, как мы нажимаем на эту кнопку, мы попадаем, вот у нас такой открывается, ну, по крайней мере, в мобильной версии, вот такой вот интерфейс. И, значит, если мы хотим показать презентацию, мы открываем документ и показываем презентацию. Бесплатная версия, которая вмещает 100 участников, она ограничена по времени. Можно заниматься лишь 40 минут. Вот, поэтому минус орг-момент – это где-то 2, 3, 4, иногда 5 минут, потому что кто-то проспал, кто-то по какой-то причине не вышел, и ты начинаешь писать, почему тебя нет на занятии, то где-то минут 30-35 мы занимаемся в Zoom. В принципе, этого времени вполне достаточно, как урок проходит в школе, да, по времени то же самое. Все занятия, которые проводились в Zoom, они записывались. Я наконец-то сделал то, до чего у меня не доходили никогда руки. Я хотел довести дома сайт, но я сделал не сайт, а создал свою группу ВКонтакте «Уроки истории и обществознания с Русланом Владимировичем». Вот. У меня скопился неплохой банк видеозаписей. У меня, несмотря на то, что у меня небольшая нагрузка, я в прошлом году вел уроки в 6 классе, в 8 и в 2 9 классах. Ну, у меня еще был МХК в 10 классе. На данный момент у меня где-то около 66 видеозаписей есть по некоторым темам, и сейчас я могу эти видеозаписи в качестве повторения для тех, кто болел и не присутствовал на уроке, отправить, и они могут посмотреть видеозапись и выполнить задания какие-то. Так, где-то у меня группа есть, скриншоты. Ну, вот она примерно так выглядит. Здесь написано количество видеозаписей, около 66. И сейчас тоже эта группа работает, то есть задания некоторые я выкладываю в эту группу. Вот. Поэтому Zoom стал, конечно, настоящим спасением. Случались всякие различные казусы, но вот преимущество Zoom лично для меня это потому, что он не виснет, в отличие от Skype. Туда могут заходить большее количество участников, и тебя никто из беседы не кикнет, говоря молодежным языком, то есть тебя никто оттуда не
удалит. Вот. Ты сам решаешь, кому включить звук, кому отключить звук, потому что иногда такие проблемы возникали, как, например, микрофон на ноутбуках, он начинает фонить, и это очень мешает говорить и так далее. Какую форму работы я вел? В основном я вел лекционные занятия, то есть не какие-то опрос, работа с документом, это очень-очень редкие случаи, это, наверное, мое упущение. Как раз вот эти универсальные учебные действия я не развивал, может быть, в данном случае, но, по крайней мере, донести материал до учащихся я смог, в принципе, и обратную связь мог получить. Вот у меня, например, дети не очень контактные, поэтому я вот боялся, что они мне просто не дадут занятия вести, потому что в аудитории-то я их всех вижу и могу там их как-то приостановить, приструнить, а тут они мне, если все разом 25 человек начнут все болтать, как они обычно любят делать, я думал, что не справлюсь с этим, я их разделил изначально на 2 группы. Но, как показалось, что друг друга они никогда не видят, они друг с другом не разговаривают. В чате я категорически запрещал общаться, потому что чат начинал разрываться, только-только у нас занятие начиналось на разные левые темы. Вот. Значит, как проверять знания? Вот в лекционном формате я все это рассказывал, темы, которые у нас по календарно-тематическому плану шли до конца учебного года. Я проводил устные зачеты. И здесь мне на помощь пришли как раз Google ресурсы, которые нам предлагает Google. Это Google документ, есть аналог Word, то есть сервисы Google – это аналоги Microsoft Office. Там есть программы, например, Google презентация, Google документ, Google таблицы и так далее. Вот Google таблица, формат Excel, например, Google документ, формат Microsoft Word, Word'овской. Значит, удобно это тем, что я могу отправить ссылку на этот документ и открыть доступ для редактирования другим участникам. Как я делал? Я устанавливал время, допустим, с 12 до 3 часов, и дети могли вписаться в удобное для них время, то есть я разбивал где-то на 10 минут для каждого ученика, и они сами вписывались в эту таблицу, когда им удобно мне сдать материал, который мы прошли. Заранее я им отправлял те содержательные элементы, которые они должны знать для того, чтобы сдать мне зачет, ну и затем мы с ними созванивались. Это очень трудоемко, это очень много времени занимает, поскольку на один класс уходит, порядка, вот можете увидеть, с 12 до 15-50, там где-то перерывы, где-то они не выбрали, поэтому я удалил строчки. Вот, это очень долго. Поэтому в некоторых случаях я проводил такие устные зачеты, в некоторых случаях я этого не делал. Также я потом ввел градацию. То есть те, кто хотят на 4,5, они сдают устный зачет, те, кому достаточно 3 за ту или иную тему, тот или иной раздел, они проходят тест. Тест в Google форме. Вот он примерно так выглядит. Тест, в данном случае это тест внешней политики Екатерины II на эту тему. Они указывают адрес электронной почты, пишут фамилию, имя, отчество, чтобы можно было их идентифицировать, иначе они могут назваться кем угодно. И им здесь предлагается задание. Но опять-таки для того, чтобы выполнить этот тест, им нужно посмотреть видеозапись, если они не присутствовали на конференции. Такое тоже бывало. Со своим классом у меня такой проблемы не возникло, потому что, как-то вот я с ними приучил, и они фактически, максимально возможно, были на конференции. Те, кто не мог участвовать в конференции по той или иной причине, они смотрели видеозапись самостоятельно и в течение дня мне отчитывались, присылая на электронную почту конспект этого занятия. Вот. Значит, вот таким вот образом у меня происходила работа. Значит, основные – это Zoom, потом я от него отказался, онлайн-конференции на платформе, Skype, онлайн-конференции на платформе Zoom. Также использовал ВКонтакте, социальную сеть, где происходило общение в основном участников. Задания я не просил отправлять мне ВКонтакте, поскольку приходит очень много писем, как от школьников, так и от студентов. Я просил отправлять только на электронную почту. У меня есть электронная рабочая моя официальная, есть электронная почта в Google. На вторую электронную почту мне отправлялись задания все. У меня, в принципе, все. Может быть, где-то есть недостатки, недочеты моей работы, но в целом я для себя, конечно, я за дистант сделал то, до чего у меня никогда не доходили руки. В частности, например, я не представлял возможным общаться в Zoom или в Skype с учениками. Сейчас я провожу внеурочную деятельность, внеурочные занятия по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ в Zoom. Мы занимаемся репетиторством, у меня девочка одна есть, полностью перешли на онлайн. То есть для этого мы не остаемся в школе. Вот.
Поэтому для себя какие-то плюсы определенные я, конечно, извлек благодаря дистанту. Большое спасибо. Большое спасибо, Руслан Владимирович. Вам был представлен вопрос по обучению с применением дистанционных технологий, и Деревесников Руслан Владимирович поделился опытом своей работы в период дистанционного обучения. Следующий наш подвопрос тоже касается дистанционного обучения. Осветит данный вопрос Коркина Людмила Михайловна, учитель истории и обществознания, школа номер 1 города Микунь. Дистанционное обучение, плюсы и минусы. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень приятно вас всех видеть и слышать. Ну и, конечно же, представляю вашему вниманию свою тему доклада «Дистанционное обучение. Плюсы и минусы». С 16 марта мы вышли на дистанционное обучение, но, к сожалению, к нему мы были не готовы. К такому повороту событий в прошлом году это для нас был для всех сюрприз. Перед нами стоял вопрос о том, на какой платформе учебной работать, заниматься с учащимися. И мы выявили ряд параметров, по которым можно было подобрать учебную платформу по предметам история и обществознание. Во-первых, легкая регистрация пользователя, то есть и родителям, и учащимся, чтобы было легко это сделать. Регистрация классов учителя на одной платформе, имеется в виду, чтобы все классы учителя находились на одной платформе, не на разных. Существование выбора учебно-методических комплектов, на которых работает учитель. Раздача материалов учащимся через личные кабинеты, что очень удобно для работы. Видеоматериалы к конкретному уроку по теме. Тестирование для закрепления материала, который только ребенок просмотрел. Работа в предметной тетради онлайн, что удобно тоже для закрепления тем. Сводная оценка по предмету класса в личном кабинете учителя. Не сразу удалось найти платформу, отвечающую большей части параметров. Первая платформа, на которой начали работать, это учи.ру. Там есть свои плюсы, ну и, конечно же, есть минусы. Сначала хотелось бы сказать о плюсах. Весь класс выносится, автоматически идет формирование логина и пароля для входа на сайт учащихся, что очень удобно для учителя. Раздача учащимся заданий по предмету. В карточках работали ребята, решали тесты онлайн. Просмотр рейтинга класса по предмету был очень удобен для, опять же, учителя. И формирование сводных оценок по выполнению определенных заданий, которые отправлялись учащимся также в личные кабинеты. Но, к сожалению, были минусы. Данная платформа не имела необходимых учебно-методических комплектов для всех классов по истории обществознанию. И приходилось иметь еще и дополнительную платформу, чтобы с другими классами тоже работать. Это не очень удобно для учителя-предметника. На каждый класс, на каждый предмет учащимся приходилось заходить под разными паролями. Соответственно, это затруднялось тоже у ребят с выходом в интернет. И с паролей могли путать, менять, либо вообще забывать. К сожалению, видеоуроков не предусмотрено по многим темам истории обществознания, что затрудняло тоже восприятие информации учащимися. С телефона данная платформа не всегда загружалась, и были проблемы с работой при заполнении карточек по предмету. То есть во время работы ребенок заполнял карточку, но в определенный момент зависала платформа, выкидывала ребенка. Естественно, его данные по работе не сохранялись. Конечно же, были ограничения по времени работы бесплатно с заданиями, и это тоже затрудняло, и были камни преткновения, потому что дальнейшая работа просто не представляла себе возможности делать. Но пришлось с этой платформой нам попрощаться. Школам порекомендовали еще одну интерактивную образовательную онлайн-платформу «Российская электронная школа», сокращенно РЭШ, как мы с вами ее знаем. Естественно, вы знаете, что на данной платформе очень много предметов предусмотрено для каждого учителя, можно сделать хороший, замечательный выбор, но, к сожалению, с ней у нас возникли достаточно жесткие проблемы. Первое, с чем мы столкнулись, это регистрация. Мы даже несколько дней не могли пройти регистрацию из-за того, что постоянно эта форма выдавала либо ошибку, либо не загружалась. Мы меняли не только компьютер, но и браузеры, чтобы выйти на данную платформу, что очень затрудняло вообще работу на ней.
После того, как наконец-то мы смогли зарегистрироваться, мы просмотрели материалы, которые нам предоставлялись по истории обществознанию, сделали вывод о том, что они, к сожалению, достаточно очень сложно изложены, тяжелый материал, достаточно для разного уровня учеников, тяжел для понятийного обзора, ну и, конечно, красочных таких материалов, карт, например, изображений очень мало. Для того, чтобы пройти регистрацию родителям, тоже возник вопрос, и приходилось пошагово по несколько часов объяснять родителям, как пройти регистрацию, как ребенка зарегистрировать. И еще одна проблема была – прикрепить ребенка к конкретному учителю по предмету. Здесь тоже мы столкнулись с огромной проблемой. Дело в том, что данная платформа на большей части телефонов просто не работает. Мы тоже сделали вывод, что данная платформа нам не подойдет для комфортного обучения с участниками процесса, и мы от нее отказались. Поэтому нам пришлось вновь искать платформу, и мы, естественно, остановились на платформе видеоуроки.нет. Данная платформа была, она сейчас остается в основном платной, но надо отдать им должное. Во время такой проблемы государственного масштаба в образовании они перешли на бесплатную форму. Все учителя могли и имели возможность добавлять свои классы на данную платформу, причем это было сделать очень легко. Регистрация одного ребенка уходила меньше минуты, вносились абсолютно все классы, что было замечательно, то, что на этой платформе существовали необходимые материалы для работы. Ну и, конечно же, помощь для учителя, конечно, это наши онлайн-тетради, которые ребята могли выполнять работу для закрепления определенных тем, пройденных ими. Ну и, конечно, просмотр видео по теме урока, который помогал ребятам понять более сложные какие-то моменты темы. Работать можно было в любое время, то есть данная платформа позволила нам и учащимся, и родителям в любое время заходить, выполнять задания, никаких проблем не возникало ни в телефоне, ни в компьютере, ни в ноутбуках. И это большой огромный плюс, потому что когда возникает такая проблема, это нервничают и родители, и учащиеся, и учителя, что приводило на горячую линию по дистанционному обучению. Родители звонили, узнавали, что в таких случаях делать. Ну и, конечно же, большой плюс к тому, что у нас платформа автоматически детей переводит на новый учебный год, то есть не надо учителю вновь это делать, вновь вносить фамилии, имена учащихся. Конечно, тесты онлайн и задания онлайн очень удобно, красочные были, корректные. Конечно, без минусов не обошлось. Дело в том, что у нас с вами там возникли такие вопросы, как ошибки в заданиях в тестовых были ошибки в заданиях рабочих тетрадей, в некоторых вопросах даже изложение вопроса самого как к заданию либо к какому-то тексту было некорректным, изображение, но раз не соответствовало той теме, которая была представлена, либо изображение было отнесено к другому вопросу. То есть все вопросы мы переадресовали в техническую поддержку, и они в кратчайшие сроки, конечно, все это исправляли. За это им большое спасибо. Конечно, данная платформа нас очень выручила. Все ребята, и учащиеся, и родители были довольны, потому что она самая легкая была в плане того, что можно было зайти в любое время. Ну и, конечно же, хотелось сказать вообще в основном о дистанционном обучении. Дело в том, что вот все-таки живого объяснения темы урока не заменит ни одно видео, ни один онлайн-учебник. Все-таки живое общение должно быть с учащимися. Дистанционное обучение – это еще то, что я называю бесконтрольное списывание. То есть ребенок может воспользоваться интернет-ресурсами, чтобы выполнить даже задания в онлайн-тетрадях либо в тестах. Это, к сожалению, проконтролировать учитель не может. В большей части проблемы сталкивались с тем, что не было технических возможностей учиться. То есть у детей не было ни ноутбука, ни компьютера и даже не было телефона с интернетом. Естественно, приходилось находить пути для того, чтобы таких детей тоже обучать. Вплоть до того, что задания передавались через родителей, а тетради передавались через родителей нам.
То есть таким образом мы пытались все-таки создать комфортную среду для обучения детей на дистанционном обучении. Учащиеся на дистанции теряют возможность полноценного монолога, то есть ответы там краткие, односложные. Это не как живой урок, где мы требуем полного, объемного ответа на поставленный вопрос. К сожалению, перегрузка платформы была электронного образования. То есть, чтобы внести домашние задания детям, либо задания по платформе, эта разница большая. То есть на платформе у нас не возникало проблем, но возникли они в электронном образовании. Дело в том, что кто работал на платформе, они выполняли задания быстрее, так как они получали его сразу. А те, кто у нас смотрел домашние задания в электронном образовании, это в основном те, которые не имели возможности техническом, либо финансовые затруднения, они должны были выполнять задания, глядя в написанное то, что им было предложено. Ну, например, для разницы, если на платформе написано, да, в личном кабинете ребенку просмотреть видеоурок, выполнить номер 5 в рабочей тетради в онлайн, то в электронном образовании мы пишем параграф номер 5, прочитать, например, выполнить письменно второй, третий вопрос. Соответственно, дальнейшие события из-за того, что технически перегружена платформа, были усложнены. То есть необходимо было учителям носить такие домашние задания либо рано утром, либо очень поздно вечером из-за перегрузки. Учителя, к сожалению, к переходу к такому 16 марта не были готовы ни морально, ни технически, но учителя молодцы, в кратчайшие сроки научились работать и с компьютерами, кто раньше, в принципе, сильно не заинтересован был в этом, и с учебными платформами. Очень тяжело было, но они с этим справились. За это им большое тоже спасибо. Перегрузка домашними заданиями по предметам тоже учащихся существует в дистанционном обучении, что позволило, опять же, жалобам родителей в адрес на учителей. Ну и многие родители были некомпетентны в вопросах регистрации своих детей на учебной платформе. Еще раз повторюсь, по несколько часов приходилось объяснять пошагово, как же все это сделать. Ну, конечно же, самое главное, что у нас есть плюсы все-таки дистанционного обучения, это когда ребята самостоятельно ищут необходимый материал по предмету. Либо это по уроку задания, либо это дополнительные задания для той оценки, которую бы они хотели получить. Материал там красочный, яркий, карты, изображения. Это прям вот для учителей это очень прекрасно, а для учеников тем более. Они могли разглядеть все необходимое, так как им нужно было в цвете, в увеличенном виде, либо в уменьшенном, как было удобно. Учиться можно было везде, на дистанции. Главное, чтобы был выход в интернет, ну и, естественно, с чего выйти в интернет. Можно было организовать на дистанционном обучении индивидуальную работу с учащимися, потому что они разного уровня у нас с вами. Ну и, конечно, главный плюс, это, считаю, самый большой плюс, что была совместная работа детей и родителей. И вот после дистанционного обучения многие родители стали ценить титанический труд учителей. Это на самом деле так. Теперь родители поняли, что учителя очень много дают детям, и, конечно, слова благодарности звучат и по сей день. Ну и мне хотелось бы закончить свое выступление словами нашего президента Владимира Владимировича Путина. Данные слова он произнес в интервью каналу 24. Как бы ни развивались технологии, именно совместная работа и творчество, прямое непосредственное общение ученика и учителя – это то, что дает высокое качество образования. Спасибо, уважаемые коллеги. Большое спасибо, Людмила Михайловна. Силами двух преподавателей Руслана Владимировича Деревесникова и Людмилы Михайловны Коркиной мы подняли третий вопрос из опыта работы педагогов обучения с применением дистанционных технологий. Я отсюда далеко вижу и смотрю, что у нас в чате, да, и обратила внимание на то, что слова благодарности, в частности, много я вижу благодарности в адрес Татьяны Дмитриевны за содержательное выступление по теме. Кстати, ваши данные предложения могут последовать и на электронную почту либо Любовь Анатольевне, либо мне, Нине Еверовне.
Тем не менее, мы с вами выполнили нашу с вами задачу, тема освещена, и я предлагаю вашему вниманию проект решения. Почему проект? Поскольку требуемых предложений мы не услышали, и, соответственно, окончательное решение сегодня мы сформулировать не можем. Поэтому проект решения заседания Республиканского методического объединения учителей истории и обществознания. Первым пунктом в нашем проекте решения хотелось бы отметить, что следует продолжить продуктивное сотрудничество с Сыктывкарским государственным университетом, Институтом истории и права, и сотрудничество с издательством «Русское слово» на базе Сыктывкарского государственного университета, Института истории и права. Второе. Для продуктивной работы по подготовке учащихся государственной итоговой аттестации, в частности по предмету обществознания, следует принять во внимание рекомендации Татьяны Дмитриевны Сухоруковой по вопросу подготовки учащихся к ГИА по предмету обществознания. Третье. Принять во внимание, для себя определить механизм применения опыта работы педагогов, в частности, Руслана Владимировича Деревесникова и Людмилы Михайловны Коркиной по организации обучения с применением дистанционных технологий. И использовать в своей работе, обязательно использовать, это ресурс КРИРО, методическая поддержка дистанционного обучения. Четвертый вопрос нашего решения – это педагогам для обобщения своего педагогического опыта использовать портал «Открытое образование» Республики Коми, материалы направлять на экспертизу на электронную почту мне, то есть Нине Веровне Тыриной, педагогам, имеющим желание транслировать свой педагогический опыт, сделать заявку, соответственно, тоже мне, либо по телефону, либо по электронной почте. Итак, на этом мы можем с вами начинать завершение, но особенно хотелось бы отметить, что следует поблагодарить преподавателей, которые сегодня у нас выступали. Это представители из двух муниципалитетов, учитель города Микунь Людмила Михайловна Коркина и преподаватель и учитель города Сыктывкара Деревесников Руслан Владимирович. Огромное спасибо Татьяне Дмитриевне Сухоруковой за освещение важного и базового вопроса по государственной итоговой аттестации по предмету обществознания, подготовка к ЕГЭ. Ну и я полагаю, что и мы с Любовью Анатольевной тоже заслуживаем благодарности. Надо сказать о том, что начался учебный год. И здорово, что он начался в формате реальном. Ребята с огромным удовольствием учатся. Об этом свидетельствуют отзывы многих преподавателей. Насколько мне известно, преподаватели даже говорят о том, что вопросы из дисциплины практически решены. Ребята соскучились и боятся дистанта. Поэтому очень хочется, чтобы в том режиме, в котором мы с вами работаем, мы продолжали бы работать. Поэтому огромная благодарность коллегам, принявшим участие в нашем заседании Республиканского методического объединения. Большая благодарность коллегам, которые лично присутствовали на данном заседании. И на этом заседании нашего Республиканского методического объединения учителей истории и обществознания мы считаем закрытым. До свидания. До свидания. До свидания. Там сверху не было предложений. Да, вот я Там смотрела. Там был про ЕГЭ по истории добавить. Ну это да. Это будет у нас в плане. Это будет в плане. А так пока нет. Будут писать письма мелким почерком. Оксана Живанович. Может быть, позже пришлет. Нет, там только спасибо, спасибо, спасибо. И вот персонально Татьяне Дмитриевне несколько раз спасибо. Большое спасибо. Мы... Большое спасибо. Да, сейчас 15, да. Мы хотели, конечно, чуть пораньше, но пусть будет 15, да.